Абхазия – страна души. Именно так когда-то прозвали нашу республику. Но все бы ничего, если бы не стихийные свалки прямо на берегу моря. Как быть с мусором? Уже несколько лет обсуждается на самом высоком государственном уровне. Изучали зарубежный опыт по части строительства мусоросжигающих и перерабатывающих заводов. Подыскали подходящие для этой цели площадки. А в это время гудаутская свалка росла и ширилась. Бытовые отходы сюда свозили со всего района. Что касается мусорной свалки, в прошлом году сюда приезжал посмотреть ситуацию президент Рауль Джумкович Хаджимба. И он поставил перед нами задачу убрать вообще вот эту свалку, убрать с берега моря, подыскать другое место для дальнейшей утилизации. Мне сейчас сроки назвать сложно, но как сортировочная станция и завод заработают, уже с каждым днем мусора все меньше и меньше будет. А в дальнейшем мы подыщем, уже кое-где мы подыскали место, где уже вот такой свалки не будет. Там будет просто сортировка, и то есть уже по-современному как-то мы подойдем к этому вопросу. Скоро проблема свалки не только Гудаутского, но и Гагринского и Сухумского районов будет решена. Разработан проект мусороперерабатывающего завода. Инвесторы, которые разработали всю схему, уже в конце месяца привезут все оборудование и приступят к сборке и установке. Об этом нам рассказал депутат Народного собрания от Гудаутского района Георгий Агарба, который и привлек инвесторов из России. Есть инвестор, который заинтересован построить мусороперерабатывающие заводы, сортировочные заводы на территории Абхазии. Идея такова: будет перерабатываться как свежий мусор, так и потихонечку. То есть это не в одночасье, но задача поставлена нашим государством, нашими главными районами, чтобы, по крайней мере, Гудаутская точно свалка обещается быть очищенной. Полигон бытовых отходов площадью в несколько гектаров располагается на этом месте с середины 70-х годов. За это время свалка разрослась до 8 гектаров. Часть территории занимает очистные сооружения, а точнее то, что от них осталось. Раньше здесь было 4 уровня очистки. Располагалась и лаборатория, где исследовали состояние уже очищенных стоков. Но за несколько десятилетий многое изменилось. Очистные сооружения превратились в руины, а сточные воды, сливающиеся на территории, теперь попадают прямо в море. Встречались с Романом Саидовичем. Они интересовались Гудаутским районом, в особенности потому, что здесь рекреационная зона. Сколько можно углубиться, какие будут требования к ним, да, экологического характера, потому что сразу была поставлена задача, что все это будет согласовано, все действия их не будет согласовано с экологическими службами. А вот с точки зрения санитарно-эпидемиологического благополучия эта свалка на берегу моря, особенно в летний сезон, доставляет массу неудобств. Выйти на этот берег практически невозможно, да и нежелательно. Свалка периодически горит, а из-за сточных вод дети часто попадают в инфекционные отделения. Мы, конечно, проводим мониторинг, мы проводим по санитарному состоянию, да, самой морской воды. И, конечно, начиная обычно с июля месяца, с конца июля и до конца августа, когда у нас море прогревается, мы, выделяем всю возможную патогенную флору, которая является возбудителем всех инфекционных заболеваний. Ну, что мы определяем? Мы же знаем, что все прекрасно знают, что у нас идет подъем заболеваемости именно с этого времени, потому что дети, особенно детский контингент, да, у нас очень большая заболеваемость связана с загрязнением моря. Мусороперерабатывающие заводы – это, конечно, хорошо, но и они не всегда могут решить все проблемы. Существуют еще стихийные свалки, которые трудно поддаются учету. Здесь все зависит от каждого из нас, если, конечно, мы хотим жить в чистоте. Рената Шакая, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.